В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – это категория граждан, которые требуют особого внимания и защиты со стороны государства. Предоставление им жилья является важной социальной гарантией, закрепленной законодательством. И права детей-сирот на жилье мы сегодня поговорим. Гости у нас в студии: Лена Крылова, прокурор отдела за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних управления прокуратуры Республики Саха-Якутия. Елена Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, кто относится к критериям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? Да, у нас детьми-сиротами являются это дети, которые до 18 лет остались, у которых умерли оба родителя, либо же единственный родитель, либо же они до 18 лет остались без родительского попечения в связи с лишением родительских прав. Например, родители могут лишить, да, либо ограничить их в родительских правах, или, например, родители находятся в местах лишения свободы или же находятся под стражей, да, под стражей в качестве подозреваемых или обвиняемых. Или же, например, они признаны в судебном порядке безвестно отсутствующими, либо же они неизвестные. Также, если они признаны недееспособными, либо же ограничены недееспособными, также детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, могут признаваться дети, например, которых родители отказываются забирать из образовательных организаций, медицинских организаций, также организаций, предоставляющие социальные услуги. Либо же также это могут быть родители, которые не выполняют свои родительские функции, обязанности по воспитанию и защите их интересов, законных интересов своих детей. Вот такие дети у нас могут признаваться детьми-сиротами, которые обеспечивается право на предоставление жилых помещений. Мы знаем, что жилыми помещениями обеспечиваются именно те, кто состоит в сводном реестре, да, в специальном списке детей-сирот. Расскажите, пожалуйста, про сводный список. Что включается в данный список? Да, сводный список, он подразумевает то, что вот дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, о которых я только что перечислила, они у нас включаются в сводный список, а сводный список у нас необходим и нужен для того, чтобы их потом в последующем обеспечивать жилыми помещениями. То есть у нас наша тема же говорится жилищные права детей-сирот, то есть мы не всех детей-сирот обеспечиваем жилыми помещениями, а только тех, которые состоят в данном сводном списке. Сводным списком, его формированием у нас занимается уполномоченный орган, это Министерство труда и социального развития по Республике Саха-Якутия. Также формированием и ведением данного списка у нас занимаются муниципальные образования, это органы опеки муниципальных образований на местах. То есть в каждом районе есть органы опеки, которые формируют и ведут данный список. Соответственно, туда включаются все дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижению 14 лет. То есть в данном списке состоят все дети от 14 лет. Ежегодно, раз в полугодие данный список у нас формируется, перепроверяются, добавляются новые дети, исключаются. Да? Затем после утверждения главой органа местного самоуправления данный список у нас направляется на проверку Министерства труда и социального развития, полномоченный орган, который, соответственно, проверяет тоже, проводит сверку и, соответственно, утверждает его на республиканском уровне. И этот список называется сводным списком у нас. А каким образом реализуется право на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? Так, право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на жилое помещение у нас реализуется путем предоставления, то есть обеспечения их жилыми помещениями. Это может быть и квартира, или же жилой дом. Как у нас формируются, да? Органы местного самоуправления формируют так называемый специализированный жилищный фонд, который приобретают за счет субсидий регионального, республиканского, то есть, или федерального бюджета. Формируется специализированный жилищный фонд, и, соответственно, эти жилые дома впоследствии предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые состоят в сводном списке.
Мгм. А кто имеет право все-таки получить жилищные сертификаты и какое жилье можно приобрести? Да, вот как я сказала, то, что право у нас реализуется путем приобретения, да, жилых помещений, но у нас еще есть дополнительные гарантии. Это предоставление детям-сиротам, да, лицам из числа детей-сирот жилищного сертификата. Это выплата, которая направлена на приобретение жилого помещения, то есть квартиры или жилого дома, либо же путем погашения ипотечного кредита. То есть жилищные сертификаты у нас не все получают его, да, то есть его могут получить только те граждане, которые у нас относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые состоят в сводном списке, но дополнительно им должно быть не менее 23 лет. Также они должны работать, то есть обязательно должно быть подтверждение, документальное подтверждение дохода за последние 12 месяцев не ниже минимального размера оплаты труда. Также полностью у них не должно быть ни судимостей, да, ни факта уголовного преследования за умышленное преступление. Также, естественно, у них не должно быть ни алкогольной зависимости, ни наркотической зависимости. Они не должны страдать ни психическими расстройствами, либо заболеваниями. Также самое важное условие — это то, что такой гражданин не должен находиться в трудной жизненной ситуации. Только под эти условия у нас, соответственно, предоставляются такие жилищные сертификаты. А какое жилье полагается детям? Возможно, есть какие-то стандарты? Да, у нас жилое помещение, конечно, должно соответствовать стандартам. Да. Квартиры либо жилой дом у нас обязательно должны быть изолированными. Также они должны быть полностью благоустроенными. Обязательно должны соответствовать общей площади. Это как минимум 24 квадратных метра, как максимум 33 квадратных метра. Также, соответственно, оно должно соответствовать требованиям жилым помещениям, да, и степени благоустройства. То есть обязательно инженерно-техническое оснащение, отделка помещения. Это у нас обязательно должно быть на кухне, духовка, раковина, да, в ванной, унитазы должны быть, все стены должны быть идеально чистыми, никаких повреждений не должно быть. Соответственно, также, если такое жилое помещение приобретается за счет сертификата жилищного, то, соответственно, эта квартира либо жилой дом не должны быть под обременением, да, третьих лиц. Оно не должно быть ни подаренным, ни обещанным в дар, не должно быть предметом спора даже. Никто не должен судиться по этой квартире. И, естественно, не должно быть под арестом, да, у судебных приставов. Также не должно быть задолженности, то есть долга по коммунальным услугам, либо за жилое помещение не должно быть. Только в таких условиях, случаях жилое помещение может быть предоставлено детям-сиротам, то есть полностью идеальным. А в последующем они могут приватизировать эту квартиру? Нет, у нас срок действия договора специализированного жилищного найма составляет 5 лет, но с оговоркой, да, то есть каждые 5 лет пересматривается, перепроверяется, то есть гражданин-наниматель, да, он находится в трудной жизненной ситуации или нет. Если, например, он продолжает находиться в трудной жизненной ситуации, то, соответственно, органы местного самоуправления принимается решение о продлении договора еще на 5 лет. И данный договор может продлеваться вообще неоднократно. Если, например, гражданин уже преодолел трудную жизненную ситуацию, то, соответственно, жилое помещение исключается из специализированного жилищного фонда, и с нанимателем заключается договор социального найма. Все. А как же быть тем, что делать тем, которые не вошли в этот реестр-список, но достигли 18-летнего возраста или 23 лет? Да, это у нас в основном проблема, которая существует на сегодняшний момент, и в основном большинство обращений в прокуратуру, в органы прокуратуры поступает именно от таких граждан, которые 90-е годы, например, 80-е, 90-е, 2000-е годы не имели документов, да, или не получили соответствующие документы об утрате родительского попечения. Но в таком случае у нас законодатель предусматривает, например, если гражданин достиг 23 лет и впервые обратился с заявлением о включении его в список, то орган местного самоуправления имеет право отказывать, но разъясняет то, что вы имеете право уже в судебном порядке
получить решение суда о включении вас в список, ну вот сводный список, или же в список органов местного самоуправления. Поэтому в любом случае, если гражданин достиг 23 лет, то он должен в судебном порядке. В судебном порядке только подтверждает факт утраты родительского попечения и уважительность причины пропуска постановки его в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. А вот могут ли дети-сироты, да, которые проживают в районах республики, получить квартиру в Якутске? Да, у нас, как правило, все, которые на северных районах проживают, естественно, они хотят получить жилые помещения на территории города Якутска. Да, это законом предусмотрено, то есть дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право получать жилое помещение там, где они хотят. То есть в городе Якутска, они даже в другом субъекте его могут получить. Для этого им надо написать заявление, которое так и называется, об исключении его из списка. Вот мы говорили про список, да, по прежнему месту работы и включение его в список по новому месту жительства. Не работа, а по новому месту жительства. И, соответственно, пишут заявление в орган местного самоуправления, например, это в городе Якутске они пишут, и орган местного самоуправления уже запрашивает учетное дело в том муниципальном образовании, где ребенок состоял, да, то есть полностью производится проверка, и после этого, конечно, принимается решение либо о включении, либо же об отказе во включении его по новому месту жительства. Но это без гарантий? Или Да, гарантированно? это гарантированно, потому что в любом случае у нас дети-сироты, если они даже состояли в другом муниципальном районе, они же имели условия, да?